Вместе с началом СВО в Россию пришли санкции, ушли крупные западные бренды, отключили визы и MasterCard, исчезли западные лекарства и выросли цены. Простые люди серьезно пострадали, а ухудшилась ли жизнь у тех, кто активнее всех поддерживал военные действия? Сказались ли персональные санкции других стран на чувашской элите? Давайте разбираться. Меня зовут Семен Кочкин, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. Один из символов нового времени в Чебоксарах стал Макдональдс. Я понимаю, что сейчас это звучит немного комично, но в позднем СССР Мак был символом чего-то недосягаемого и невозможного. Если бы чебоксарцам в 90-х сказали, что в центре города появится новый ресторан американской сети, никто бы не поверил. И когда в 2001 году открыли первый Макдональдс, это стало знаком вхождения Чувашии в мир рыночной экономики и либерализма. На открытии был президент Федоров, который и лоббировал открытие заведения, глава города Игумнов и наш чувашский космонавт Андриан Николаев. Без всякого сомнения, это был успех. Чебоксары стали одним из первых, если не первым городом, не миллионником, в котором появился Мак. Кто бы тогда знал, что все пойдет совсем в другую сторону. Открытие «Вкусная точка» на месте символичного ресторана идеально описывает конец эпохи. Кто-то из жителей изменения, пришедшие с войной, не заметил. Вместо Zara и Paul Beer появились китайские бренды. Зарплата теперь приходит на карточку МИР, а любимый Биг Мак просто сменил название. А вот кто точно заметил перемены, так это те, кто попали под персональные санкции Запада. В Чувашии таких людей немного, всего 8 человек. Разделим их по группам интересов, чтобы было понятно, кто пострадал больше всех. Первый – это группа главы республики, назовем их Перле. Здесь и сам Олег Николаев, он попал под всевозможные санкции, правда, почему-то избежал санкций ЕС и Швейцарии. Однопартийцу, старшему товарищу главы Анатолию Аксакову, ничего избежать не удалось. Но, честно говоря, кажется, что Николаев и Аксаков уже давно не имеют каких-либо счетов за границей, в отличие от членов их семей. Сыновья Аксакова учились в США, сейчас они чиновники в России. Удар по ним, может быть, и осложнил бы депутату Госдуму жизнь. А у Николаева есть жена, которая выпускает все больше провоенных проектов. Я почему-то абсолютно уверен, что она очень любит западные бренды и отдых в Европе. А поскольку муж не под санкциями Евросоюза, они там могут отовариваться вместе. Следующая группа – это клан бывшего сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова. Кто бы мог подумать, что повышение в Москву подставит его людей под санкции США и Евросоюза. В 2021 году заместительница Ладыкова Алла Салаева стала депутаткой Госдумы. Тогда же в Совет Федерации пробрался его Санчо Панса Николай Владимиров. За свои голосования в российском парламенте они забанены по всем санкционным спискам. Не получится больше у Салаевой с Владимировым покататься на лыжах в Куршавеле. Вообще не хочу уезжать. Но опять же, почему там нет самого Ладыкова? Ну или хотя бы его сына-мажора, который поднимал флаг в разрушенном Мариуполе. Зато в санкционном списке США есть Андрей Углов. Он бывший депутат Госсовета, единорос и генеральный директор Чебоксарского завода «Илара». Именно его предприятие финансировало избирательную кампанию Салаевой. Но в список он попал из-за заказов Министерства обороны. Завод попал под всевозможные санкционные списки. Но за рабочих можно не переживать. Сейчас они выполняют оборонзаказ. Работы так много, что весь HeadHunter в вакансиях. Еще под санкции попали Алена Аршинова и Ирина Филатова. Две абсолютно разные женщины, но их объединяет карьера в партиях. Одна в Единой России, а другая в КПРФ. И обе не имеют ни малейшего отношения к нашей республике. При этом Филатова хотя бы критикует местные власти, а вот после 24 февраля они обе, конечно же, поддержали Путина. Под санкции им место. И вот последний на этот момент человек из Чувашии, попавший под санкции, это бывший президент республики Николай Федоров. Мог ли молодой ельцинский министр в начале 90-х подумать, что попадет под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии? Не думаю. Но случилось именно это.
Из-за провоенного голосования в Совете Федерации Николай Васильевич теперь не въездной практически везде. Из организации под украинские санкции попал ЧГУ имени Ульянова, которому руководит депутат-единорос Андрей Александров, и несколько чебоксарских предприятий. Завод имени Чапаева под руководством единороса-боксера депутата Резникова, научно-производственное объединение «Каскад», завод «Чувашкабель», которым владеет семья местного олигарха Куртунова, завод «Металлист», Чебоксарский трубный завод. Честно говоря, я сомневаюсь, что эти предприятия после начала вторжения могли реально что-то поставлять в Украину. А учитывая огромные военные госзаказы, санкции предприятия даже не заметили. Ректор нашего ЧГУ вообще подписал коллективное письмо ректоров российских вузов с поддержкой вторжения. Под санкции Великобритании, Канады и Украины попал завод «ЧАС». А в руководстве завода есть еще один депутат от «Единой России» Сергей Кольцов. И вот опять же, есть полная уверенность, что ЧАС полностью перешел на госзаказы. Ему от санкций ни холодно, ни жарко. А вот если бы в список попали депутаты, которые этими заводами владеют, то, возможно, было бы хоть какое-то заметное недовольство. Если посмотреть на санкционную политику, складывается впечатление, что люди, которые принимают решения, не очень понимают, что отмены виз, мастер-карты, свифт-переводов влияют на простых россиян, а не на чиновников, которые всем заправляют. Зато многие из тех, кто попали в санкционные списки, никак не потеряли ни в уровне жизни, ни в комфорте. Американская компания FMC по производству удобрений закрыла свой единственный в России завод, расположенный в Новочебоксарске. Якобы прекратила импорт своей продукции. На деле удобрения все еще можно купить на маркетплейсах, а акции компании до сих пор есть на российских биржах. Также и со всеми отменами сервисов. Не посмотрят россияне Sex Education на Netflix, а новый сезон уже вышел на Netflix. Неужели от этого поддержка Путина в России упадет? Если уж вводить санкции в Чувашии, то против судейского корпуса. Там в креслах сидят люди, которые по звонку подпишут любой приговор. По-настоящему взяться нужно за местных олигархов, Куртуновых, Дельманов, которые реально поддерживают войну своим производством и словами. Удивительно, что под санкции не попало производство Экра и его директора, хотя они в открытую получали грамот от Минобороны. Да что там, даже силовики, военкомы и председатель Госсовета Черкесов ни под какие санкции не попали, хотя они и мобилизацию, и вторжение поддержали как могли. В сложившейся ситуации приходится надеяться только на себя. Мы, как команда авторов «Сердитой Чувашии», постараемся, чтобы в санкционных списках было больше всяких жуликов и меньше коллективной ответственности. Если считаете это правильным, поставьте лайк этому ролику и напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, в первую очередь должен попасть в санкционные списки от Чувашии. Ну и подписывайтесь на «Сердитую Чувашию» в Телеграме. Мы с командой еженедельно обновляем список погибших на войне солдат из Чувашии. Каждый день выпускаем республиканские новости. Нас читают больше 15 тысяч человек. Не хватает только вас. До встречи в «Сердитой Чувашии».